телеканал «Эфир». В Казани завершился 5-й международный фестиваль «Рахлинский сезон», посвященный легендарному дирижеру и основателю Государственного симфонического оркестра Татарстана. Апофеозом праздника музыки стало премьерное исполнение в Казани 9-й симфонии австрийского композитора Гюстава Малера. Масштабное сочинение напомнило о разных оттенках человеческой души, словно борьба стихий. Подробнее в нашем следующем сюжете. Девятая симфония Гюстава Малера – последнее прижизненное сочинение австрийского композитора 1909 года. Написано после того, как 2 годами раньше ему был поставлен диагноз о неизлечимой болезни сердца. Это и словно подтверждение некой легенды о том, что композитор, пишущий симфонию под номером 9, скоро покинет этот мир. Это словно прощание с жизнью, мечтами и иллюзиями. Слушать такое произведение словно погрузиться и в свою историю жизни. Музыка ведет за собой, погружая в различные состояния души. Рахлинский сезон, организованный Государственным симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского, дает возможность услышать новые имена в мировом исполнительском искусстве, так и встретиться с дирижерами из разных стран. Имя Натана Рахлина притягивает в Казань, как и имя Федора Шаляпина или Рудольфа Нуреева на фестивале оперы и балета. Сложную музыку Малера слушали участники баскетбольного клуба «Уникс» во главе с тренером Евгением Пашутиным. В фойе Большого концертного зала состоялся импровизированный обмен любезностями и признание в общем командном духе. В 2 коллективах, творческом и спортивном, это главная составляющая. Такой выход в свет полезен во многих смыслах. Кстати, на концертно-театральных мероприятиях можно увидеть и баскетболистов «Уникса», и волейболистов «Зенита» и «Динамо». Так, вместе надо зеленым сюда. И вот так вот провести, да? Да. Баскетболисты «Уникса» в марте этого года побывали в Эрмитажном центре Казань на выставке «Итоги всех веков», где осваивали искусство Востока Эбру, то есть рисование красками на воде и тиснение в форме открытки, а также упражнялись в эпистолярном жанре, писали письма в стилистике 19-го столетия с соответствующими причастными оборотами и оформляли письма. Итак, да здравствует правильное и нужное хождение в народ. Дмитрий Пивоваров, Максим Зуйков, телеканал «Эфир». Далее новости